Вносимые поправки в Конституцию Российской Федерации являются своевременными, очень актуальными. Они вызваны теми изменениями, которые происходят в социально-экономической, духовно-нравственной, культурной жизни страны. Что касается заданного вами вопроса о вере в Бога, это духовное наследство, оставленное поколениями людей, нам. И поэтому к этому надо относиться всегда большим достоинством, большим уважением. И это очень важно. В Конституции наряду с этим сказано о том, что наше государство – светское государство. И поэтому никто не заставляет кого-либо принять ту или иную веру силом. И поэтому вера в Бога – это добрая воля любого гражданина Российской Федерации. И поэтому то, что мы зафиксируем, уважая наше предыдущее поколение, наших предков, это, я думаю, заслуживает самого серьезного внимания и одобрения. Мы живем в великой России. Мы Россию любим. Я хотел бы в этой связи напомнить вам слова великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева. Он сказал в завещании своему родному чувашскому народу: «Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью». Здесь, откровенно говоря, сказано все. Русский язык является основополагающим, объединяющим языком всех народов. Когда мы говорим о том, что в Конституции русский является языком, объединяющим людей, укрепляющим наше единство, в то же время сказано, каждая республика имеет право устанавливать свой еще язык государственный. Там сказано о том, что никому не запрещает изучать свой родной язык. И мы должны создавать условия для того, чтобы изучали в национальных республиках, в областях. Я полностью поддерживаю эту позицию. Мы обсуждали этот вопрос на заседании Ассамблеи, и народы поддерживают.